Молодые ученые Коми-научного центра Уральского отделения Российской академии наук очень обеспокоены неожиданными планами правительства Российской Федерации в кратчайшие сроки провести коренную реорганизацию государственных академий наук. Предложенный законопроект, затрагивающий коренные основы организации российской науки, был подготовлен тайно от научной общественности, обнародован спешно и безапелляционно, в нарушении всех принципов демократии и этических норм. Конечно, мы, как активная молодежь, считаем, что реформа РАН необходима, но не в такой форме, в которой нам ее предлагают. Те отрицательные стороны Российской академии наук, которые приводятся для обоснования этого законопроекта, известны в академии, и ведутся огромные шаги по их устранению. Например, для привлечения талантливой молодежи в академических институтах решаются проблемы жилищного характера, получением жилищных сертификатов и служебного жилья. Выделены дополнительные научные ставки, повышены аспирантские стипендии и заработная плата молодых ученых. Проводятся конкурсы молодежных научных проектов. И благодаря таким мерам молодых ученых стали вырисовываться понятные перспективы роста и будущего. Хотелось бы отметить, что вчера и сегодня приходят озвучены, но не подтверждены данные о смягчении условий реформирования академий. Однако все еще остается большой круг вопросов. Что будет с коллективами, с институтами, с уникальным оборудованием? Какова судьба социальных структур Российской академии наук, таких как общежития, садики, поликлиники? Сегодня второе слушание законопроекта в Государственной Думе. И мы призываем депутатов отказаться от его рассмотрения в той форме, в которой он был внесен. И я бы хотел закончить свою речь на фоне постоянного, скажем так, нападения на Российскую академию наук. Часто задают провокационные вопросы. Например, скажите, пожалуйста, какой из молодых ученых у вас может получить Нобелевскую премию? Я бы хотел закончить такими словами, что каждый молодой ученый